прямом эфире «Чеченские вести». Я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится четверг, 24 апреля. Золотые голоса современности. В Грозном определили победителей премии «Песня года-2024». Имена лучших артистов узнаем в выпуске. Память жива. Людей, которые ковали эту победу, мы всегда помним, будем помнить. Чеченская республика присоединилась к всероссийской акции «В гости к ветерану» о ратных подвигах Турбалали Тайсумов. Их призвание – спасать людей. Во всех процессах по улучшению участвует глава Чеченской республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров и министр здравоохранения Чеченской республики Алханов Адам Русланович. В Минздраве отметили День работника скорой медицинской помощи. Расскажем о героях нашего времени. Искренние эмоции, бурные овации зала, яркие спецэффекты. В Грозном во дворце торжеств имени Дагуна Амаева состоялся финал 14-й музыкальной премии «Песня года-2024». В гала-концерте принял участие Рамзан Кадыров. Артисты подарили зрителям настоящее музыкальное шоу, где прозвучали самые любимые народом хиты. Имена победителей в 17 номинациях озвучит Медина Мударова. Талантливые исполнители, лучшие хиты, современные аранжировки и яркие представители чеченской эстрады скоро соберутся здесь, на одной сцене во дворце торжеств имени Дагуна Амаева. 14-я музыкальная премия «Песня года-2024». Неотъемлемый атрибут праздника – красная дорожка. Звучат фанфары и всюду светят прожекторы. Так встречают исполнители лучших хитов за прошедший год. Звезды чеченской эстрады прибывают в блистательных нарядах и оставляют свои автографы на специальном стенде. Сегодня будем уже показывать настоящее шоу. Я знаю, мы долго готовились к этому вечеру. Будем удивлять. Я очень надеюсь, что сегодняшний вечер, сегодняшний день всем очень надолго запомнится. Да, малая Алина, сейчас вы оставляете свой прекрасный автограф. Громче музыки. Народная артистка Чеченской республики Радима Паджимурадова. Встречают артистов поклонники их творчества бурными овациями. В программе общения с артистами, фотосессия и фуршет с самыми разнообразными закусками. Награда «Песня года» достается артистам, набравшим наибольшее количество голосов. Это одно из главных событий в году, которое проводится из года в год для артистов. Поэтому, конечно, мы стараемся с каждым годом сделать что-то новое, что-то интересное, как-то украсить события какими-то декорациями, какими-то элементами шоу. Поэтому вот так вот все на высшем уровне у нас проходит. Все для артистов, все для зрителя. Сами исполнители в полном предвкушении объявления результатов. Песня года 2023 элдер селон сендери цашоведа ридадели паранда сайжвали. А вы что массу киечу массу мачо дигду настроение чо дикаю. Номинация тигмасит екалютига каждый чудо Сейг дал этубал алясун каждый номинатуцин дал китат иохчана волба дал этубал могшаллах. Я желаю каждому артисту, который сегодня есть, победы, потому что абсолютно каждый человек заслуживает этой победы. Уже такое огромное количество хитов, допустим, как в этом году, мало, да, то есть не каждый год получается столько. В этом году очень много новых даже звезд. Я очень впечатлена. Во-первых, все очень роскошно, красиво, организовано. Близится момент, которого все так долго ждали. Концерт, на котором объявят победителей. Артисты проводят завершающую репетицию. Висита Кандаров номинирован сразу на несколько премий. Его музыкальная карьера началась в 2020 году с участия в проекте «Суперзвезда». Но к творчеству его тянуло еще с детства. Участие в «Песне года» артист принимает уже во второй раз. В прошлом году одержал победу в номинации «Прорыв года». Верим в лучшее. Есть большие цели, есть
мотивации, есть амбиции. В этом году я буду исполнять песню, подаренную мне моим другом Мурадом Байкаевым, «Елало». Это будет прям такой шикарный номер, такой сюрприз для зрителей. Буквально пару минут до начала концерта зал заполнен зрителями. Почетный гость мероприятия – глава региона Рамзан Кадыров вместе с внуками первого президента Чеченской Республики. Восторженные зрители все в ожидании начала большого шоу. С каждым годом музыкальная премия набирает обороты, становится интереснее и насыщеннее. И в этот раз организаторы выложились на полную. Торжественный момент. Под обратный отсчет залом церемонию вручения премии официально открывает помощник министра культуры Чеченской Республики, директор Чеченской государственной филармонии имени Адана Шахбулатова, заслуженная артистка России Элина Муртазова. 3, 2, 1, старт! 14-я музыкальная премия «Песня года» объявляется открытой! Концертную программу открыла яркая зажигательная песня «Нохчи диска». Первая номинация «Дебют года». Чтобы объявить победителя, на сцену вышла помощник главы Чеченской Республики Хутмат Дадаева. Итак, в номинации «Дебют года» побеждает Эмилия Шамаева. Эмилия Шамаева! Встречаем победительницу «Дебют года». Мы поздравляем эти аплодисменты победителю в номинации «Дебют года». В первую очередь хотела бы выразить огромную благодарность главе нашей республики Халарми Пахча Аллах Рейсхиху. Аххаду Хадир из Дохпамаду да Саадойл Хадиканаш да Духвахуэлха да Сидойлха. Аминь. Также хочу от души поблагодарить всех тех, кто голосовал за меня. Победителя номинации «Лучшая лирическая композиция» объявила директор государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо» Аминат Ахмадова. Больше всего голосов получил Увайс Шарипов. Лучшая лирическая композиция Увайс Шарипов. Увайс Шарипов! Аминат Рамзановна Дересхив. Ассаламу алейкум. Машвалеми пача. Масана Дерезгала. Даликанс Бекамбойла. Награждение сопровождалось выступлениями артистов со своими лучшими хитами. Песню Марзона Шоуда исполнил Валид Гадаев. Имя лидирующего артиста в номинации «Лучшая эстрадная композиция» назвала первый заместитель министра культуры Чеченской Республики Дина Шагидаева. Победителем стала неотразимая Малика Кавраева. Все наши артисты создают для нас эти замечательные праздники. И прежде чем я объявлю это имя, я хотела бы, чтобы мы все громко поаплодировали организаторам этого прекрасного вечера, директору филармонии, всей ее команде, Министерству культуры. И хотелось бы сказать, что нашим артистам нужны ваши горячие, яркие, бурные аплодисменты. Они стараются для вас. Это точно. Это, поверьте, нелегкий труд. Лучшая эстрадная композиция Малика Кавраева. Малика Кавраева! Конечно же! Какой образ сегодня выбрала Малика Кавраева? Отдельная история. Нас ждет очень красивый номер, Зубаир. Все любят Малику, и мы тоже. Заслуженная награда. Аминь.
Амин, амин, Дел Резкел. Ну что, Малика, спасибо большое, Дин. Можно я скажу, да? Сердекл Шумасери Шумаша Довел, Лара Рамзан Ахматович. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете для нас, в целом для культуры. Аллах рейс хилхундал, дуква хойла ховизендел, вас хариш яцер, ты рейс хила ховизендел. Между объявлением победителей выступил и молодой артист Висита Кандаров с песней «Елало». Помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмед Дудаев объявил имя победителя в номинации «Лучшая патриотическая композиция». Им стал Майрбек Хайдаров. بالنش إزال شهورنا تقول شغل بالشيء أم ديش موح ديش يح يلش دونه دلش ميرة والش قوم ده أحمد عجد الله عز وجل بالدوال سن سول دي عرم زان عج ويوم من حلا والله إديت سلسلة وي ده لا هونيق يعين سن موج والش إرسية والش وزن قونا والش حلا والمخ ده عرم زان عج والش هونيق يعدها دون الحنر إيمان دوالوان آخر سنة السوريين سخ خريوي الله يعبر كيال آخر Амин, амин, Дересу Ахмад. Номинация «Лучшая патриотическая композиция» Майрбек Хайдаров. Майрбек Хайдаров, народный артист Чеченской Республики. Забирает свою премию «Лучшая патриотическая композиция года». Затем Майрбек и Зара Хайдаровы исполнили гимн любви к своей родине. Весь зал стоял и вслушивался в каждое слово. Следующая номинация «Лучшая танцевальная композиция года». Имя артиста объявила заслуженная артистка России, директор Государственного академического ансамбля танца «Война» Марита Байсарова. Лучшая танцевальная композиция Петимат Яснакаева. Вау! Петимат Яснакаева, народная артистка Чеченской Республики. Ваши аплодисменты, друзья! Вот и подошли к кульминации вечера, номинации, ради которой все собрались. Песня года. Победу одержал Ильяс Эбиев. Артиста поздравил министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дедаев. Салам маршал Долвег, Лирме Мехда Рамзан Хаш Марша Угил, Мехда Сила Двизална Ости Махвай, Сюрдик Алмасерида, Алберг Тедвеловец Анкитер, Деяк Албарца, Баркал Дерез Халбох, Дерегия, Культур Белвашан Харс Хасюри Воуштуа. Песня года Толанбек Нагву Эбиев Ильяс. Ильяс Эбиев! Заслуженный артист России! Громче, друзья! Действительно, ведь песня звучала отовсюду. Номинацию «Лучшая кавер-песня» взял Висита Кандаров. Ну а в номинации «Прорыв года» сразу два победителя. Их имена объявили внуки Ахмата Хаджикадырова, Абдулла, шейх Муаммад и шейх Ахмад. Прорыв года Мансур Джанаев. Мансур Джанаев. С песней «Инзари». Сюрдик Алшаев. Прорыв года братья Чентиевы. Братья Чентиевы! Амруди и Майруди. Имя победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» назвал Абдулла Кадыров. Абдуллах нам раскроет тайну. А ну-ка, Абдулла, так громко, чтобы стены дрожали. Приз зрительских симпатий Ахмед Матаев. Ахмед Матаев!
Выступление каждого артиста завораживает. В зале царила оживленная атмосфера. Кто-то подпевал вместе с исполнителями. Неожиданным сюрпризом стало выступление дуэта Идриса Махиева и Османа Сусаева с песней «Безом», которая взлетела буквально за пару дней. Ассаламу алейкум, сюрик хилшу. Ассаламу алейкум. Лереми бача, марш оғил, лереми хайши, марш доғил шу. Дейлрез хил тидам барн, қайы қарн, инзари боқ, юхк амбут хонос. Рамзан Ахматович, Ахмел Лило, шум дейл шиду адойл, хазахель айша сархта. Еще одной хорошей новостью стало присвоение дуэту звания «Заслуженные артисты Чеченской Республики». Награду вручил министр культуры региона Иса Ибрагимов. Указом главы Чеченской Республики за заслуги в развитии культуры и искусства Чеченской Республики, творческую деятельность, получившую общественное признание, присваивается почетное звание «Заслуженный артист Чеченской Республики» Машееву Идрису Байдулаевичу, артисту-музыканту. Сусаеву Осману Исмаиловичу, артисту-музыканту. Иса Ибрагимов поблагодарил главу региона за внимание к работникам культуры, отметив, что без его поддержки все эти заслуги были бы невозможны. ويقرلين فوندو غودي أشتاع تعطوك هوكي بريق مربرياتش ووش يحتورياتر الله ريز كلون دال ديكنز بيقن بويلون عمل ديشتو كمان أقطعنا وإيش دونا تقيش دولا كل جوار دونا مالدوي تلانش كان نمانير كان мотивациялар أقطعنا هاي عمرتي دونا заслуженный артист هوكاشي نايليا الله ريز كلون دال ديكنز بيقن بويلون. Мурад Байкаев одержал победу сразу в двух номинациях – «Исполнитель года» и «Лучший концерт года». Имя лучшей в номинации «Исполнительница года» назвала Элина Муртазова. Ею стала Радима Хаджимурадова. Ваше присутствие для нас всегда отличная мотивация и стимул. С удовольствием объявляю, что исполнительница года Радима Хаджимурадова. Радима Хаджимурадова. Народная артистка Чеченской Республики. Kalma série, l'armée Pacha Homar Shwokhil. L'armée Pacha Deris Kholil Hun, Dal Sadol Ahad Yamel Deshter, Dal Dikans Biqam Boil Hun Vizande. Son Galasavat Meldin Jana Deris Kholil Al Order, son Ishtray Director in Elinina Deris Kholil Al Order, Dal Dai Berkti Yom série. Радима Хаджимурадова сразу же исполнила для зрителей одну из своих популярных композиций. Ну а победителя номинации «Золотой фонд» объявил министр здравоохранения региона Адам Алханов. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, всех деятелей культуры, лауреатов, номинатов и организаторов данного вечера за то, что вы помогаете нам сохранить наш уникальный код. Далты Абертко и слова Ахмата Раджи Кадырова «Таас дутхо полдольцум, без культуры нет нации». Ахмат сила Аллаху Акбар. Далты Абертко Паргалдересхл Адам Русланович в номинации «Золотой фонд» побеждает. И победитель номинации «Золотой фонд» Валид Гадаев. Валид Гадаев, который сидел с телефоном и не ожидал получить статуэтку. Лучшим композитором стала Тамара Дадашева, лучший автор слов Медния Асхабова. Ну а лучшим аранжировщиком выбрали Ислама Ахмедова. Затаив дыхание, зрители ждут объявления результатов главного приза – Гран-при. Победитель Гран-при Макка Межиева. Макка Межиева! حاجة يا هتصا ما السيوح يوجش حيقة دهو الدهر
Гран-при премии «Песня года». Иштвай махка вайдолдиш пачахворш. Цун митах вайдолш иштахаз цабертах адюзелсан вайхан яхан чо хазхейсум. Шарх цамуне Рамзан Ахматович хун дулуятин дуг хун дейл ризхл ал Отsun хутхоч о дакhi дештон. Весхнош даша кюбда терчум имам берк торш. Хайволчуна тхуна вахош дал. Диканс дуквахел хадикнаш саудюлштон дедине мелде шашере мелде. Дейл да тагын сухар сай почурум мёчятерс о мах камел до соусун дела валер. Дела хызым гиетсон но мур эрду Было очень спокойно. Думала, мои коллеги все заберут, и я буду за них радоваться. Клянусь, для меня сегодня был очень большой сюрприз. Конечно, я рада, очень рада, что я до сих пор могу радовать своего зрителя. Как и всегда, премия получилась полной сюрпризов, и для победителя это огромный стимул двигаться дальше. Я, конечно, не отказался от одной награды, но от двух я был не готов, конечно. Это прям для меня сегодня огромная честь, что я победил в двух номинациях, как лучший исполнитель года и как лучший концерт, сольный концерт. Конечно, обе награды для меня, они просто прекрасны. Каждая награда мне досталась нелегко. Я не могла понять, точно назвали ли мое имя, и слышу свою песню, и все понимаю, что мой выход Аллах ресхил Масана. Я очень довольна результатами. Яркое музыкальное событие собрало всех ценителей эстрадных песен. У артистов же впереди большая работа над созданием новых хитов, которых ждут благодарные слушатели. Быть может, через год на следующей церемонии мы увидим их снова. Медина Мударова, Селимин Мусаев, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В рамках Всероссийского форума «Малая Родина. Сила России» мэр Грозного Хасмагомед Кадыров принял участие в панельной сессии. Тема «Экология и рациональное природопользование. Комплексное решение для территории». В фокусе внимания вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами, меры по ликвидации несанкционированных свалок, а также особенности создания и развития особо охраняемых природных территорий местного значения. Отдельно обсуждалась разработка экологических стандартов для малых городов. В ходе работы были рассмотрены лучшие региональные практики в сфере экологического просвещения и реализации зеленых проектов. Помимо участия в сессии, чеченская делегация знакомилась с выставкой в рамках первого Всероссийского муниципального инвестиционного форума. В преддверии Дня Победы Чеченская Республика присоединилась к всероссийской акции «В гости к ветерану». Сегодня навестили Жамилат Кагирову и Прасковью Горло. С искренней благодарностью им передали продуктовые корзины и памятные подарки. В ответ тыловики поделились своими бесценными воспоминаниями о суровых военных годах и неимоверных трудностях, которые пришлось преодолеть на пути к победе. Репортаж Турпалали Тайсумова. Чтить память участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Такова цель всероссийской акции «В гости к ветерану». Она создана по инициативе Федерального агентства по делам национальностей и Дома народов России. Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации присоединилось к этой благой инициативе. Сперва мы посетили 94-летнюю Жамилат Кагирову. Она в молодые годы трудилась на благо страны, помогая ей оправиться после страшных событий 4-летней войны. Корзину с подарком передали в ее доме, в котором она живет много лет. Еще одной героиней дня стала Прасковья Горло. Ей 97 лет, и она находится в приподнятом настроении от визита гостей. Саид Магомед Баширов также передал ей от министерства и активистов молодежного движения «Субъекта» подарок в виде продуктовой корзины. Рамзан Ахматович вам передает привет, слова благодарности, поздравления с 80-й годовщиной нашей Великой Победы. Ну, людей, которые ковали эту победу, мы всегда помним, будем помнить. Чтим и уважаем. Дай Бог вам здоровья. Что вы как надо человеку. В беседе с журналистами заместитель министра информации и печати отметил, что Чеченская Республика – единственный регион, который привлек все муниципалитеты к существующей акции. В гости к ветерану проходят практически по всей республике. Это продолжение тех акций, которые предшествовали предыдущие годы.
Безусловно, подобные акции всегда находятся под контролем главы нашей республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Ну и нам с вами очень здорово повезло родиться потомками героев, да, жить среди героев и жить под началом нашего лидера, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который, еще раз повторюсь, вопросы, касающиеся защитников Отечества, всегда держит под личным контролем. По воле Всевышнего, ныне живущих ветеранов войны в регионе уже нет, но зато есть те, кто внес вклад в становление всей Родины. Данная акция все еще продолжается и охватывает весь субъект, ведь здесь высоко ценит труд тех, кто в молодые годы отдал много сил для победы над фашизмом. Турпа Лолита Исумов и Шамсуди Джабраилов. Вести. Чеченская Республика. Разведка с воздуха с помощью дронов, блокирование передвижения противника огнем минометной батареи и стремительный штурм для нейтрализации. Именно такие задачи отрабатывали росгвардейцы в ходе масштабных учений в Шелковском районе. В тренировках приняли участие командиры и бойцы подразделений Чеченского управления Росгвардии, демонстрируя высокий уровень подготовки. Репортаж Валентины Гусевской. Учения прошли под руководством начальника управления Росгвардии Шарипа Делимханова и начались с постановки задач командному составу. Задачу главная – безопасность республики и общего государства. Задача на 100%. На 100% Шин приказ отделки давана, шин тейна задача получена, мела язык ши потери хлита, мела язык нахваз бара, туда максимально лорда дис учение ла боевого стандарта посега. Есть, выполним как положено. Разрешите выдвинуться для проведения таких специальных занятий. Сотрудники прибыли на полигон учебного центра в Шелковском районе. Учения в полевых условиях прошли по сценарию, приближенному к ситуации на специальной военной операции. В ходе занятий будет отработана тактика действий при осложнении обстановки, так и действий на СВО. На занятиях также будет отработаны нападение на автоколонну, штурм и уничтожение противника в блиндажах. Так как на сегодняшний день что актуально, это беспилотные средства, противобеспилотные средства. ОМОН «Ахмат-1» ежеквартально меняется, ротируется. Они находятся у города Энергодар на стратегическом объекте АЭС. В тактических занятиях были задействованы 100 сотрудников полиции специального назначения ОМОН «Ахмат-1» и минометной батареи Управления Росгвардии по Чеченской Республике с участием отделения эксплуатации БПЛА. Плановое учение шоша, ой да эмадон, СОА дикетнаю, шайги подразделения штана. Ой мела хакана амош дитсадалета, огня юдона, морзбалета, штурмег, да колон дают чан, колон ларер, колон эш нападенич, мухуда деза, ищ бобеш буква. По легенде, воинская колонна двигалась из пункта А в пункт Б в условиях плохой видимости. На расстоянии 2 километров от позиций бойцов на них произошло нападение. Разведка с помощью дрона обнаружила 10 противников. Руководитель сразу отдал приказ о нейтрализации вражеской силы. Для операции привлекли боевую технику – БТР, грузовые и пассажирские «Уралы», «Тигры». В составе колонны была и скорая помощь. Использовали настоящее оружие и боекомплекты. Бронетранспортер или кратко БТР – везде проходимая машина. Внутри находятся стрелок, механик и водитель. Эти машины выступают как щит для всей колонны. Их располагают в начале, в середине и в конце. После нападения на колонну происходит перестрелка. Медслужба эвакуирует раненых. В такой ситуации колонне нельзя останавливаться, так как есть опасность ракетного обстрела. По позициям врага успешно нанесла огневое поражение минометная батарея. Однако в лесном массиве наблюдалось движение. Командир ОМОН «Ахмат-1» отдал приказ на штурм и эвакуацию подбитой техники. Минометная батарея участвует в артиллерийской подготовке, в артиллерийской поддержке. Для нас это
непосредственно опыт. Мы совершенствуем свои знания, навыки, плюс еще использование самых современных методов ведения разведки, обнаружения противника. Мы рассматриваем как классические варианты ведения разведки, плюс еще и современные, это оптика, электронные и технические средства разведки. Все участники учения имеют реальный боевой опыт. Подобные тактические занятия укрепляют их навыки. Валентина Гусевская, Ислам Ибрагимов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Чеченская Республика принимает гостей. В рамках культурно-этнографического тура в регионе находится делегация из Челябинской области. Цель визита не просто знакомство с туристическим потенциалом, но и погружение в особенности чеченской культуры. Важным событием станет подписание соглашения между домами дружбы народов двух регионов, где уже успели побывать гости, в репортаже Мадины Нусалчиевой. Тур для делегации из Челябинской области, прибывшей, чтобы обменяться профессиональным опытом и ознакомиться с системой образования Грозного, начался со столичной школы номер 3. Гостям показали музей, оформленный в национальном стиле, а также коридоры, посвященные бойцам Великой Отечественной войны и СВО. Образовательное учреждение делает упор не только на базовое образование, но и на дополнительные занятия. Дополнительные занятия у нас также проводятся после обеда. Так как у нас одна смена, во вторую смену у нас обучаются дети в доп. Образовании. У нас есть кружки ПДД, театральный кружок, есть мини-футбол, есть вокал. Дети с интересом занимаются на этих кружках. Также есть домоводство, есть швейная мастерская. Далее они отправились в школу номер 4. В ней также уделяют внимание всестороннему развитию учеников. Детей, кроме шитья и рисования, обучают сборке и разборке оружия. А в Центре развития детского технического творчества делегаты опробовали VR-технологии. Здесь также работают секции шахмат и спортивного ориентирования. Заглянули уральские педагоги и в кабинет архитектуры и дизайна, а также в студию древесного искусства. Особенностью центра стало собственное общежитие для участников 6-дневных интенсивов. Конечно же, мы восхищены людьми, которые полностью горят своим делом. Это в каждом образовательном учреждении своя настоящая, дружная, творческая, педагогически успешная команда. На самом деле единомышленники. Это только вызывает восхищение. Хочется пожелать этим людям процветания, потому что благодаря правительству республики, благодаря департаменту образования, у всех школ Центра технического творчества великолепнейшее оснащение, новейшее оборудование. Поэтому детям, конечно же, очень интересно учиться в таких общеобразовательных школах. После на сессии делегаты поделились опытом в сфере дополнительного образования для детей с представителями городских школ. Также гости посетили Государственную галерею имени Кадырова. Ее коллекция постоянно пополняется, и многие из произведений уникальны. Членам делегации продемонстрировали работы чеченских художников. Система культуры, система образования. Очень трепетное у местных жителей отношение к истории, к памяти. И вот сегодня мы посетили образовательные организации, где вот прямо видно, что навстречу 80-летию Победы очень много выставок, различных стен памяти, достопримечательностей, все тоже вот об этом говорят. И мы понимаем, что здесь вот патриотизм не понаслышке, а вот везде, буквально в каждом квадратном сантиметре, не только города Грозный, других населенных пунктов, мы и в других тоже побывали за эти годы, везде это все подчеркнуто. Мне кажется, это правильное направление воспитания подрастающего поколения детей. Этот визит стал не только возможностью для обмена знаниями, но и важным шагом к налаживанию крепких связей между Чеченской Республикой и Челябинской областью. Мадина Нусалчиева, Джабраил Хаджиев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию добра. Продукты питания в первую очередь распределили среди нуждающихся семей. Слова признательности за поддержку звучали от каждого. Об акции добра Турпала Тайсумов. Акция от общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова вновь охватила муниципалитеты субъекта. По инициативе благотворительной организации розданы 21 тысяча кур и 63 тысячи буханок хлеба, причем во всех районах, как ближних, так и высокогорных. Пакеты с мясом птицы и хлебом доставлялись прямо к порогу домов и квартир. Помощь оказана специально для малоимущих и остро нуждающихся.
Волонтеры приносят продовольственную поддержку в любое время и любом месте, чтобы никто из нуждающихся не остался без внимания. Ведь важно сделать так, чтобы вкусный ужин приготовили все, кто испытывает жизненные трудности. За проявленное внимание жители не перестают благодарить руководство фонда и республики, которая день за днем оказывает ту или иную помощь. Акции регулярны. Они включают не только продовольствие, но и денежную поддержку. И не обязательно в праздники. Благая весть всегда придет в дома нуждающихся в самый обычный день, который станет уже необычным. Турпа, Лолита Исумов, Ислам Ибрагимов и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. В преддверии Дня чеченского языка в Чеченском госуниверситете состоялся концерт. Студенты с вдохновением читали трогательные стихи и исполняли прекрасные песни на чеченском языке, делясь его уникальной мелодичностью. Именно язык по праву считается ключевым признаком национальной самоидентификации и культурного богатства. Об атмосфере любви к родному языку Магомед Азиев. Человек относится к той культуре, на языке которой он говорит. С таким громким слоганом на территории Чеченского государственного университета состоялось мероприятие, посвященное Дню чеченского языка. Прозвучали известные стихи и песни на родном языке, вызывающие необыкновенное патриотическое чувство. После таких речей невозможно и задуматься о том, каким же благом обладает человек, знающий свою культуру, и с какой гордостью может сказать, что он истинный сын своего народа. На сегодняшний день массовой проблемой является деградация языков малых народов. Но благодаря вниманию, оказываемому руководством региона, наша речь живет и процветает. Всем участникам были вручены благодарственные грамоты. Стоит отметить, что подобные мероприятия в регионе проводятся на регулярной основе. Культурное наследие сохраняется при его активной поддержке. Студенты и школьники в наше время через народные стихи и танцы чувствуют, как живет и развивается язык. Магомед Азиев, Ислам Насуров, Вести, Чеченская Республика. Их миссия – спасение. Благодаря человеческому состраданию, безграничной преданности делу и верности клятве Гиппократа, врачи, фельдшеры, медсестры ежедневно спасают жизни. Эти герои в белых халатах во все времена первыми приходили на помощь страждущим, облегчая боль и даря надежду. Накануне Дня работника скорой медицинской помощи самоотверженных профессионалов чествовали в Министерстве здравоохранения. О самой благородной и гуманной профессии. Эльвира Межидова. В Министерстве здравоохранения Чеченской Республики прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников скорой медицинской помощи. В актовом зале собрались те, кто ежедневно стоит на передовой здравоохранения, ежедневно, в любое время суток, готовы оказать доврачебную помощь, а иной раз и спасти жизнь жителям региона. Министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Русланович Алханов поздравил всех с профессиональным праздником. Работа скорой медицинской помощи – это одно из самых важных и ответственных направлений системы здравоохранения. Именно вы первым приходите на помощь. Сегодня, благодаря поддержке главы Чеченской Республики героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, система здравоохранения нашего региона стремительно развивается и совершенствуется. И особое внимание уделяется скорой медицинской помощи. Нужно отметить, что огромную помощь нам постоянно оказывает региональный общественный фонд имени героя России Ахматовича Кадырова Далазу Павловичу, в том числе приобретение карет скорой помощи и необходимого оборудования. Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником и хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас за ваш самоотверженный труд, бесконечную литературу и отзывчивость.
В ходе мероприятия прошло торжественное награждение отличившихся работников. Медали вручили за храбрость второй степени и отличник скорой помощи, а также памятные грамоты тем, кто остается за кулисами скорой помощи, но делает огромную работу для того, чтобы механизм скорой благополучно функционировал круглые сутки. В 2022 году, в марте месяце, если я не ошибаюсь, когда вот все это началось, специальная военная операция, мы вот с коллегами, с фельдшерами, также с водителями добровольно согласились, поехали оказывать ту помощь, которую мы сможем, экстренную, первичную и дальнейшую уже эвакуацию больных в специализированные госпиталя. Сложно переоценить вклад врачей, фельдшеров, диспетчеров, водителей скорой медицинской помощи. Это люди, для которых не существует ни выходных, ни праздников. Ежедневно, смиренно отдают они долг служения народу. Их работа — это высочайшая ответственность, колоссальная нагрузка и, без преувеличения, постоянный подвиг. Именно они первыми приходят на помощь. Скорая помощь на сегодняшний день представлена 15 подстанциями и единым диспетчерским центром, 24 пунктами, которые расположены по всей республике в 20-минутной доступности. Огромную помощь оказывает региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Ахмат Хаджи Кадырова, Далгазот Обалдылцун, а также очень сильную помощь и участие во всех процессах по улучшению участвует глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров и министр здравоохранения Чеченской Республики Алханов Адам Русланович. Также в торжественном мероприятии приняли участие те, чьи жизни были сохранены благодаря усилиям службы скорой медицинской помощи. Слова благодарности и глубочайшей признательности выразили они всем работникам, собравшимся в зале, и тем, кто находится в данный момент на службе. Насколько важна и неоценима работа скорой медицинской помощи, в полной мере оценят только те, чьи жизни были спасены этими героями, что не носят плащей, но ежедневно стоят на передовой здравоохранения, первыми приходя на помощь и сохраняя сотни и сотни жизней. Самая первая станция медицинской скорой помощи появилась еще в 1897 году в городе Варшава, Российской империи. А вскоре подобные станции появились и в других городах, включая Москву и Санкт-Петербург. С тех пор скорая прошла огромный путь, чтобы в итоге прийти к тому уровню организации, который она имеет сегодня. Завершилось мероприятие столь же торжественно, как и началось. Министр напоследок вновь поблагодарил собравшихся и пожелал им легкой службы. Эльвира Межидова, Магомед Ахматов, Магомед Васаев. Вести, Чеченская Республика. Грозный занял второе место на всероссийском конкурсе «Елки России». Торжественная церемония награждения состоялась в Москве в рамках 5-й международной выставки конференции по развитию комфортной городской среды «Партизан Экспо-2025». Награду получил заместитель мэра Шамиль Ачаров. Конкурс призван привлечь внимание к вопросам благоустройства городской инфраструктуры и созданию комфортных зон отдыха, направлению, которое успешно развивается в нашем регионе. Очень горжусь тем, что получаю награду за наш город. Прекрасный, красивый. Вы знаете, что наш город с каждым днем становится краше, комфортным для проживания. Самый безопасный город в России, не побоюсь этого слова. Ахмат — сила, Россия — мощь. Аллаху Акбар. Всем, друзья, удачи. И напоследок. Напряженные партии, интересные стратегии, порой совсем неожиданные ходы. В Грозном состоялся республиканский турнир «Апрель-2025» по шахматам. За досками встретились 25 талантливых школьников 2012 года рождения и моложе. За честной и увлекательной игрой следили квалифицированные арбитры. А кто показал лучший результат, расскажет Мадина Мусалчиева. Шахматы – это не просто спорт, а целое искусство, включающее в себя стратегию, тактику, психологию и даже философию. Многие великие умы использовали шахматы для развития своего интеллекта и улучшения навыка принятия решений. Детская библиотека имени Сергея Михалкова в очередной раз принимает участников турнира по шахматам. Проведение подобных интеллектуальных соревнований в этих стенах уже стало традицией. Турнир пройдет в 9 туров. Формат времени 5+3, 5 минут и 3 секунды на каждый ход добавления. 25 детей со всей республики, Шалажи, Грозный и так далее. Ни для кого не секрет, что шахматы уже давно являются видом спорта. Эту древнюю логическую игру придумали порядка 1500 лет назад. По ним проводятся турниры, присваиваются звания и ранги. Юные участники пребывают в волнении. Да, есть чуть-чуть переживаю, потому что все соперники очень сильные. Я считаю, в шахматах самое главное – это играть, уверенно и,
не терять дух и сидеть прям настроенно играть. Как и во всех соревнованиях, тут были победители и проигравшие. Всем призерам в 3 возрастных категориях вручили медали, грамоты и памятные подарки. Очень важно, что наши ребята с большим интересом занимаются этим видом спорта. Ну а подобные турниры становятся для них своеобразным трамплином, и, возможно, в будущем они смогут достойно проявить себя на чемпионатах мира. Мадина Нуцалчиева, Алисхан Кацулов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт о войнах и в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.